Приветствую аудиторию Якутского Саха-информационного агентства национальной вещательной компании «Саха». Приветствую нашего гостя в студии. Это главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева. Ирина Дмитриевна, добрый день. Добрый день. И также приветствую моих коллег. Это журналисты Олег Жилнин, добрый день, и добрый Николай день. Борисов. Добрый день. Ирина Алексеевна, вот с такого вопроса, Ирина Дмитриевна, с такого вопроса начнем. Вы, в социальных сетях подняли, опять же, как я понял, очень болезненную тему. Это наружная реклама. Очень много разных отзывов на эту тему от пользователей. Я видел, что там очень многих эта тема зацепила. Вот все-таки тема наружки. Я думаю, что многим жителям не очень нравится сегодня внешний облик именно того, как выглядит город с нынешней наружной рекламой. Вот на ваш взгляд, можно с этим что-то сделать? Ну, вообще тема, видите, показала, когда мы эту тему начали обсуждать, показала, что она очень актуальна. Действительно, многие жители города соглашаются в той части, что город все-таки захламлен. Очень много визуального мусора, очень много у нас совершенно неоправданной рекламы, информационных вывесок на зданиях наших, на фасадах висят, да. Вот. Об этом говорил и президент Республики Егор Афанасьевич Борисов. Тем более сегодня все-таки город готовится к Детям Азии. Хочется, чтобы город выглядел не только к Детям Азии в целом опрятно, аккуратно, но и вообще для того, чтобы мы, жители, сами горожане, понимали вообще, что информационные вывески и реклама на самом деле очень большое влияние имеют на облик города. Вот. Мы ведь в области архитектуры, что скрывать, последние годы у нас очень много зданий, сооружений появилось интересных, да? Много мы построили новых объектов, и уже на них все равно продолжается вывешивание каких-то неоправданных информационных вывесок. Но в этой части мы, конечно, сейчас я на самом деле эту тему подняла не для того, чтобы там какие-то начинать, как предприниматели говорили, карательные меры, закручивание гаек, а в той части, чтобы призвать жителей к пониманию вопроса облик города. Сегодня разве нету, извините, перебью, регламентов, которые четко указывают, здесь не должно быть таких вывесок, которые свод правил для... к сожалению, да, ссылаться на регламенты и на законы, конечно, можно, да, но всегда все законы несовершенны, что уж говорить, да, в том числе правила благоустройства, которые были приняты у нас в городе Якутске в 2014 году, они вызвали очень много вопросов у предпринимательского сообщества. Мы в этом году как раз эти правила благоустройства вносим изменения, и на этой почве у нас сейчас, тем более как раз в рамках подготовки к международным спортивным играм «Дети Азии», эта тема и поднялась. Мы с Координационным советом предпринимателей, окружной администрации, очень плотно работаем. С ними внесли множество поправок, более 90 поправок в эти правила благоустройства, и в очередной раз будем выносить на сессию. В том числе как раз вопрос коснулся того, что если по рекламным конструкциям есть два вида таких вывесок, да, есть рекламные конструкции, у нас там регламенты все четко прописаны. В части информационных конструкций, к сожалению, выяснилось, что правил четких нету. Правил нет, и в итоге мы получаем то, что мы получаем. Нету регламентирования. То есть если рекламные конструкции все согласовываются, то информационные вывески, по большей части, они просто без согласования вывешиваются на фасады. Буквально сегодня утром мы еще раз, всю эту неделю мы обсуждаем эту тему. Сегодня с Координационным советом, опять же, встречались в службе информации, рекламы и контроля. И последний документ, который мы обсуждали, это административный регламент по предоставлению муниципальной услуги, согласование дизайн-проекта информационной конструкции. Какие конструкции должны согласовываться с архитектурой, а какие не должны. И хочу сказать, что, пожалуй, мы на сегодня пришли к пониманию, да, что если это объект площадью более 400 квадратных метров, то есть объект, в котором находится много арендаторов, да, то согласование требуется. Если это объект менее 400 квадратных метров, то есть это мелкие предприниматели, небольшие торговые какие-то павильоны и нестационарные торговые объекты, то здесь согласования мы требовать не будем. То есть мы потихоньку все-таки находим общий язык, и я больше этот вопрос подняла даже не с точки зрения, понятно, что регламенты должны быть, да, а с точки зрения обращения к жителям, горожанам. Если мы, горожане, будем более требовательны к нашему городу, к среде, в которой мы живем, соответственно, город будет становиться лучше. Если мы будем относиться к этому абсолютно равнодушно и не участвовать в этих вопросах, то, конечно же, засилье
того же визуального мусора, оно будет продолжаться. У нас есть Алмаз-Регионбанк головной, и напротив него стоит 9-этажка. И на нем, на фасаде ярко написано ekt.ru, долг номер 1. Разрешена ли такая вывеска на таком частном доме? Это же многоквартирный дом, он считается Я МКД. поняла ваш вопрос, да, Олег. На самом деле это не информационная конструкция, это рекламная конструкция. Схема размещения рекламных конструкций у нас в городе утверждена. И все, что висит, это на самом деле согласованные вещи. И в том числе обязательно получается согласие жителей. То есть вот все, что висит, это согласие жителей у нас висит. Другое дело, что сегодня-то вот я попыталась поднять вопрос, почему по проспекту Ленина, да, ну, должно быть засилие вот таких рекламных конструкций. Вот помните, я на Фейсбуке в своем пост сделала, да, где привела пример, например, Дом правительства. Хорошо было бы, если бы все-таки эта конструкция содержала в себе какую-то социальную рекламу, да, но что висит на Доме правительства? А вообще, что касается площади, Республиканской площади, мне кажется нонсенсом, что на это здание получено разрешение. Вот. То есть здесь нужно учитывать облик, учитывать имидж города, учитывать район города, да, и исходя из этих положений как-то по-разному относиться. То есть где можно, а где нельзя вопрос. Вот сегодня, например, предприниматели задают, а нет ли в этом субъективного фактора? Почему главный архитектор должен там решать, вот на этом доме можно, а на этом доме нельзя? Ну вот у меня, во всяком случае, к сожалению, у нас нету утвержденной концепции внешнего облика улиц, да, в которых, как правило, другие города при разработке таких концепций четко указывают, где можно, а где нельзя. А потом уже там, где можно, понятно, нужно получать согласие жителей. Да? Вот. У нас такой концепции до сих пор нет, к сожалению. Раньше была попытка разработать. Вот. Но сегодня, например, вот при предоставлении муниципальной услуги, отказы, я, во всяком случае, пытаюсь обосновать именно с этой точки зрения, например. Это деловой центр города, это центральная часть города, или это окраины. Конечно, тут подходы разные. И в этом, скорее всего, вот сейчас меня обвиняют предприниматели, есть некоторая субъективность, да? Поэтому мы с предложением-то и выступили, что, конечно, надо разрабатывать эту концепцию. И я даже на последнем совещании, которое инициировала, да, у нас в окружной администрации, обратилась к депутатам Якутской городской думы все-таки предусмотреть средства на разработку концепции, потому что многие годы этому просто не уделялось внимания. И чем больше жителей будут говорить о том, что да, действительно нам нужна эта концепция, ну, тем более мы будем надеяться на поддержку наших депутатов, чтобы в бюджете эти средства были предусмотрены. Причем сумма это небольшая. Вот в одной из прошлых программ мы разговаривали с министром ЖКХ и энергетики Алексеем Колодезниковым. Он подчеркнул, что у нас сегодня теплосети, энергетические сети, они просто не успевают за ростом города. То есть инфраструктура, она сильно отстает от фактического роста города. Вот с этой проблемой что делать? Это не то чтобы проблема, это веяние времени. Да. Понятно, что окружная администрация должна это все регулировать, да, совместно с ресурсно-снабжающими организациями. Мы сегодня с ними на самом деле очень плотно работаем. Вот основная часть моих полномочий как главного архитектора, да, как раз есть разработка градостроительной документации. Это генеральный план, это проекты планировки, проекты межевания, в которых мы предусматриваем, например, планируя развитие того или иного района, обеспечение жилых комплексов, там, различных зданий и сооружений, инженерной инфраструктурой. То есть мы даем нагрузки планируемые, а ресурсоснабжающие организации, исходя из планов города, свои инвестпрограммы, они каким-то образом немножко корректируют, меняют. Ну и действительно есть сегодня, что мы не успеваем. На самом деле это огромные инвестиции. Например, строительство третьего канализационного коллектора, да, который позволил бы сегодня очень активно развивать заложенную часть. Вы же все видите, вот по улице Крупской очень много каменных домов строится, да. Вся заложенная часть там в районе кинотеатра Лена, за зданием Холбаса, очень много у нас многоэтажных жилых домов строится. А водоотведение, например, решается, пока присоединением к тому, что есть. Да. Необходимо строительство третьего канализационного коллектора. Это огромные деньги. Поэтому здесь ресурсники, конечно, тоже испытывают большие трудности, но хотя бы в части аналитики, в части планов, в какую сторону развиваться. И очень хорошо, например, мы
последний раз посвящались с водоканалом, когда они говорили о том, что надо делать приоритеты. Ну, в любом случае мы объективно не сможем весь город сегодня обеспечить необходимыми сетями, да? Поэтому надо выбрать приоритеты. Если это заложенная часть, то делать ставки сегодня на заложенную часть условно, да? Если это северное направление, то северное направление. У нас очень много же проблем в части, например, многодетных семей, да? То есть северная часть города сегодня это 17-й километр Намского тракта, 7-й километр, да, там у нас 1700 земельных участков выделено многодетным. Они пока не обеспечены инфраструктурой, да. То есть есть перекосы, конечно, в градорегулировании, но вот задача сегодня все-таки эти как бы приоритеты расставлять и, соответственно, корректировать инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций в соответствии с нашей стратегией развития города. Мы строим очень много, но одной из проблем является то, что у нас вот инфраструктуры в плане того, что детских площадок, парковок, их не хватает. То есть мы строим, грубо говоря, коробки каменные, вокруг которых ничего нету. У нас же есть же как бы теперь квартально же вырастает. Ну, вообще, это на самом деле проблема всех городов, да. Если вот мы же как раз архитекторы-планировщики, градостроители, да, изучаем опыт других городов, смотрим, как другие города развиваются, это абсолютно такие же тенденции, которые характерны для всех крупных мегаполисов, крупных городов, да. Можно обратить внимание, например, на Москву, когда Москва в 90-е годы, в 2000-е годы, да, просто массово строила жилье. И вот эти перекосы девелопмента, непродуманного, да, когда ставки делались только на квадратные метры, привели к тому, что в Москве, ну вот, к началу 2000-х вообще был коллапс очень серьезный. И где-то последние 5 лет, наверное, очень активная фаза идет как раз изменения приоритетов в градостроительстве. Сегодня, например, Москва разработала стандарт качества, да, тех домов типовых, которые они строят в Москве. У них подходы такие очень, как бы уже усилились. Они очень много делают по благоустройству, но если сравнивать, например, бюджет города Москвы и бюджет Якутска, это совершенно разные вещи, да? Поэтому мы по мере наших возможностей таким же образом, например, сегодня переориентированы на комплексную застройку. У нас сегодня неплохо развивается город по так называемым договорам о развитии застроенной территории. Что это такое? Например, в соответствии с Градкодексом объявляется аукцион. Выделяется территория, на которой должно быть не менее 2 аварийных домов. По такому принципу у нас первый договор, практически один из первых, был заключен на 103-й квартал. 103-й квартал – это улица Лермонтова, Каландрашвили, Петровского и Чайковского. И вы можете себе представить, как там трудно сегодня, например, ДСК, которые выиграли этот аукцион, этот договор реализовывать, потому что там сидят частники. То есть там в основном частные, индивидуальные дома, и работать с ними, планировать какой-то снос фактически невозможно, да? Вот. Последние годы договора о развитии застроенной территории заключаются только на те районы города, где есть, превалирует муниципальное жилье. Это двухэтажные ветхие аварийные жилые дома, да? Таким образом, например, сегодня началась застройка территории 93-94 кварталов. Это улица Лермонтова в Сайсарах, Гемьин, район Гемьина, значит, вот там у нас 3-я поликлиника сейчас построилась, да, и 2 высотки. Центр, да. Вы видите, там уже 2 высотки сейчас уже строятся, 16-этажные, очень прям высокие, да. Здесь, конечно, мы пошли на то, что мы допустили высотное строительство 16-этажки, потому что для того, чтобы переселить жильцов вот этих двухэтажных жилых домов, нужны очень большие обременения, да. В бюджете это тоже, например, за счет бюджета освобождаются аварийные жилые дома. Там пара домов освободилась, заходит застройщик, строит жилой дом уже на освобожденной площадке. Затем он на себя берет обязательства по переселению рядом стоящих домов в эти построенные дома. И таким образом постепенно там, в течение срока, который оговорен вот в рамках этого договора, он обеспечивает комплексную застройку, переустройство этого квартала. Кроме того, там, естественно, выделяются места для социальных объектов, для парковок. В целом, вот комплексные проекты у нас, неплохо разработаны, да. Просто понятно, что с точки зрения вот плотности очень большие перекосы были, когда у нас не было комплексности, и мы сегодня видим в центральной части, например, просто машины негде ставить, да. Мы пытаемся сейчас все-таки привести к нормативам, но здесь идет такой тоже баланс. Надо развивать быстрее город, надо создавать условия застройщикам, а их у нас не так много, да,
которые имеют возможности инвестировать в развитие города. С другой стороны, нужно думать о людях, для которых мы это строим. Вот. И здесь все время у меня баланс. Например, когда застройщики приходят, любой земельный участок, они пытаются получить как можно больше. И вот здесь как раз вступает в силу действие нашего градостроительного совета, да, и уже как бы полномочия главного архитектора, когда мы ссылаемся на наши нормативы, сколько должно быть, и в соответствии с нормативами требуем от них все-таки, ну, как бы более таких приемлемых уже характеристик по плотности, там, застройки, по обеспечению дворовыми территориями. Ну и в целом вот последний у нас какие еще кварталы? 203-й квартал, да? Там в целом нормативы, ну, казалось бы, выдержаны, но мы уже сегодня видим, что это очень все равно переуплотненный квартал, видим. Вот. И постоянно у нас, кстати, приходят с предложением еще нарастить. Например, планировали подземный гараж, уже, значит, там с надземной какой-то частью. Но гараж это хорошо, да. Например, планировали 14-этажный дом, приходят с предложением по 16 этажам. Мы сегодня вот по 203-му, в частности, да, у меня уже было несколько отказов, когда люди, ну, застройщики хотят чуть повысить. То есть уже характеристики все рассчитаны, мы понимаем, что это уже край, вот. А наращивать дальше это уже, ну, как бы мы не можем себе позволить. Вот. Но, к сожалению, уменьшать пока такой ситуации еще не было. Ко мне тоже обращались, да? Особенно по межлотной гемин. Когда строительство идет, вообще научно-обосновательность это строительство, кто-нибудь интересуется? Я, насколько помню, на гемине вообще запретили строить, потому что там очень много линз. Это касается и нашего медцентра, это касается самой межлотной. Почему я знаю? Потому что, ну, как сказать, был знаком с такими людьми, которые делали там изыскания. И вот на сегодняшний день 16-этажные здания, они обоснованы. А если это все рухнет? Как вопрос безопасности и в то же время водоотведения. Сейчас мы на самом деле с каждым годом больше и больше у нас этих проблем. А здание стареет, а капремонт не может сделать тот момент, когда это нужно, он будет передвигаться в любом случае. А как вот с этими вещами, и приходится, наверное, вам с этим сталкиваться. Плюс застройщик иногда, яркий пример, это у нас около цирка, да, застройка. Когда забыли сделать придворовую территорию, и пришлось мэру объявлять опять конкурс, и сейчас за цирком делают благоустройство. Просто вот и касаемо света много вопросов. И вот как приходится вам с этим работать? Ну, с точки зрения инженерно-геологических изысканий здесь все очень конкретно. Значит, застройщик при разработке проектно-сметной документации обязательно проводит инженерно-геологические изыскания, которыми уже подтверждается, ну, возможность строительства на том или ином участке. У нас минус, знаете, в чем? Раньше... Я-то знаю, что в СГХ был архив по межлодке, его сейчас нету. Архив весь сегодня аккумулируется в информационной системе обеспечения градодеятельности. То есть по всем земельным участкам, которые есть в городе, если есть изыскания, они у нас архивируются. Да? Но, к сожалению, ситуация такая, что ранее, например, в градостроительном кодексе до 2004 года, да, был такой пункт, что инженерно-геологические изыскания должны учитываться на стадии разработки градостроительной документации. То есть при разработке генерального плана мы всегда раньше анализировали там изыскания, где там уровень там грунтовых вод, какие-то лики, там еще что-то, да, то есть буквально геологию анализировали. В 2004 году эту строку убрали, исходя из того, что инженерно-геологические изыскания должны быть только в тех случаях, когда это влияет на обеспечение безопасности людей. Вот. И как бы, ну вот, законодателями нашими была дано, ну, такая установка, что граддокументация, она не влияет на безопасность. На самом деле, вот тот пункт очень, как бы, такие жесткие требования к органам местного самоуправления предъявлял, да, когда органы местного самоуправления обязаны предусматривать средства на топографическую основу, на изыскание. Да. Сегодня этой обязанности нет у органов местного самоуправления. Грубо говоря, собственники, которые планируют, вот они сами уже на своей площадке разрабатывают. А комплексного такого изучения, да, вот как раньше у нас наука же была в советские годы очень развита, к сожалению, сегодня этот момент упущен. И это слабости градостроительного законодательства. Вот. Но надо успокоить людей, что ни один объект сегодня не сдается без положительного заключения государственной экспертизы, в рамках которой обязательное наличие инженерных изысканий, инженерно-геологических, инженерно-геодезических. Поэтому здесь по обеспечению безопасности, я думаю, люди могут быть спокойны,
Вот все объекты, которые строятся в городе Якутске, они прошли, ну, проходят экспертизу. Если более 1500 квадратных метров, это обязательная, значит, экспертиза. Ирина Дмитриевна, вот вопрос актуальный по сохранению памятника деревянного зодчества. То есть мы знаем, город развивается, и часто вот эти вот памятники деревянного зодчества, они стоят на пути развития. Было предложение их просто переносить, например, за черту города, в каком-то одном месте, делать как бы такой музей под открытым небом. Вот такая инициатива, на ваш взгляд, она... И вообще, что вот с этими домами делать? Как бы вот мы последний год, я надеюсь, жители города отмечают активность в этой части, да, активизировало свою работу наше региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Вот последний год, да. Гагарина. Да, мы очень активно сотрудничаем с нашим якутским отделением, да, ВАПИК, Андрей Анатольевич Высоких, Саша Дьяконов, Руслан Васильевич Васильев. Это те люди, которые сегодня действительно много начали делать в этой области, да. И часто общаемся, часто обсуждаем. Вот, например, тема того, что памятники надо переносить и где-то там делать, очень плохо сказывается на самой сохранности объектов. Да? То есть объект исторический, он имеет ценность, когда он есть на историческом месте. Вот среда, в которой он стоял, да? Уклад жизни. Например, просто перенести объект, а у нас есть такие примеры, да? И потом начинать думать, что же в этом объекте можно сделать, это неправильно, скорее всего. Вот. Поэтому сегодня у нас есть возможность, все-таки мы сейчас начали работу по второй охранной зоне, это район Залога, да? В бюджете предусмотрели средства на разработку концепции охранной зоны. Вот. Буквально в апреле, да, в конце апреля мы должны объявиться, то есть буквально в эти дни, да, ну, в мае, возможно, да, объявить конкурс на эту концепцию. И мы в конце года получим документ, в составе которого будут разработаны паспорта памятников истории и культуры, которые еще сохранились на территории Залога. Да. Более того, наши историки готовы сегодня и рассмотреть объекты, которые вообще по городу есть, да, которые мы планировали бы перевести вот сюда, вот, потому что есть, например, дом Юшманова, который находится где-то в районе областной больницы. Конечно, он там, ну, не к месту, да, и тем более, что он и это не его историческое место, то есть он был уже перенесен. Вот. Если мы его перенесем все-таки вот в район, где мы это будем все реставрировать и реконструировать, это будет, ну, более оправданно. Вот. Потом, значит, итогом этой работы должно стать архитектурная часть, то есть мы должны сказать, какие объекты там должны быть сохранены, как они должны быть размещены. И третий пункт – это все-таки обоснование стоимости, укрупненная стоимость, потому что кроме объектов это реставрационные работы, это работы по благоустройству этой территории, по подготовке инженерной, да, по обеспечению инженерной инфраструктуры. То есть очень много вопросов, которые хотя бы укрупненно надо уже обсчитывать и начинать действия в этой, ну, как бы вот по реализации. А вам не этого кажется, проекта. что это утопия? Нет, если Это большие деньги. Да, Откуда это утопия, мне кажется? Нет, смотрите, сегодня на самом деле у нас есть уже документ регламентирующий, да, вот этот треугольник, улица Чернышевского, Крупская и продолжение улицы Ярославского, да, он на самом деле сегодня по правилам землепользования так и стоит охранной зоной. И вы замечаете, что там, слава богу, никто строить ничего не планирует, да, то есть они есть. Второе, объекты все находятся, ну, по большей части в частной собственности, да. Значит, совместно с Министерством культуры мы отрабатываем вопрос, что как только мы паспортизируем все эти объекты, да, можно будет, если они войдут в реестр уже памятников федеральный, соответственно, можно признать это место историческим поселением. Как только историческим поселением, ну, это пока проект, да, как только мы историческим поселением признаем эту территорию, тогда у нас есть возможность все-таки уже привлекать не только наши муниципальные, там, республиканские средства, а, возможно, и федеральные средства. То есть здесь все равно нужно работать, да, и нужно А мне проще сделать, как работать. старый город опять, и все. А это и есть как старый город. Только Если макет же у нас, да, старого вот, города? если макет все-таки, обвинения идут, что это там очень много новоделов, да, то здесь еще пока есть элементы настоящей старины, которые мы еще можем успеть сохранить. Вот, поэтому Главное, чем быстрее мы это сделаем, чтобы да. не было возможности, чтобы эта земля кому-нибудь вообще была, хоть какая-то малейшая возможность, если эта земля может как-то пойти в дело, да, там, например, ну, кто-то выкупить,
где-то через неделю-две эти наши прекрасные постройки Вот. по какому-то У нас, нелепому стечению обстоятельств. да, слава горят. богу, у нас вот этот документ есть, правила землепользования, это основной нормативный документ в городе, да, в соответствии с которым охранные зоны границы определены, и сегодня ни один застройщик, ну, ни один собственник там, все собственники, то есть, понимают, что они ничего другого там построить не могут. То есть они должны сохранять вот эти объекты. А уже другое дело, что с собственниками надо работать. Это же опять же договорные отношения. Готовы ли сегодня люди сами эксплуатировать эти объекты, да, если при условии, что это будет сохранено. Готовы ли они или продать этот объект? Вопрос от пользователей соцсетей. И вот тут люди спрашивают, что с жителями дома на Ленина 27, и утверждают, что там несколько семей брошено на произвол судьбы, у них там было единственное жилье. И со слов жителей, по результатам осмотра дом подлежал восстановлению, и, ну, то есть на этом месте теперь может появиться деловой центр. Как вы относитесь к этой ситуации? Да. Ну вот, что касается прав собственников, к сожалению, это не мои полномочия, да? Я могу сказать, почему вообще принято решение о том, что там деловой центр будет. Во-первых, когда, ну, это произошло, значит, первый вопрос был такой: может ли это здание остаться и можно ли его восстановить? Вот. В итоге там каких-то, ну, осмотра, да, подписания акта, значит, вердикт о том, что это здание не может быть восстановлено, был принят. Все. Второй вопрос, значит, что же... А мы склонялись к тому, например, когда люди спрашивали, что там может быть-то сразу же, как только дом начинает сноситься, у людей сразу вопрос: что там можно построить-то? И как его освоить земельный участок? Первое, о чем мы, архитекторы, краеведы, историки, и я очень надеюсь, что многие жители города поддержали, это все-таки сохранение облика проспекта Ленина. Не в части, возможно, буквального там фасадного решения, да, а в части сохранения масштаба застройки. Потому что мы уже сейчас вот с вами обсудили понятие плотность, да, там на самом деле очень небольшой двор. Там невозможно организовать площадку, невозможно, если сегодня там проживает, вот на самом деле по факту же там даже и люди-то толком не проживали, да, по факту там были и гостиницы, очень многие сдавали эти свои объекты, то есть было много нежилых помещений. И по факту этот дом не использовался практически как жилой дом. А когда вопрос подняли, возможно ли строительство высотного жилого дома, чтобы завести туда застройщика, да, который переселил бы людей и как-то отбил бы свои средства, да, здесь мы сказали однозначно нет. Строительство высотного жилого дома здесь невозможно. Во-первых, в соответствии с тем, что нормативы не проходят. Во-вторых, все-таки мы призвали, опять же, просто, ну, как бы, призвали людей к тому, что облик проспекта Ленина — это все-таки очень важный момент в городе, да, когда мы, ну, должны ценить наше прошлое. Наше прошлое, то, что мы сегодня имеем, пусть оно будет не очень качественная архитектура. Вот многие говорят, ну что вот хорошего в этих зданиях, да? На самом деле элементы сталинского ампира, они характерны для этих домов. Мы их сегодня не признали объектами там истории, какой-то культуры, да? Еще время не пришло. Вот. Они же там 57-60-х годов постройки, да? Вот только 50 лет практически прошло, и мы еще пока не имеем как бы возможности признать их объектами, да? Но придет же время, когда это будет ценно. Даже сегодня мы понимаем ценность этих домов. Вот между третьей поликлиникой, не новой, а старой еще, ага, и вот, ну, по этому проспекту набережному, да, там стояли дома такие стояли, новенькие, хорошенькие, а потом кто-то начал строить высотку. И жильцы, один раз я вот, ну, как бы пытался материал делать, да, что-то не получился, вот. Жильцы очень возмущались, что вот они, прекрасный вид, да, озеро у нас, вот это все, новое там Триумф, новый там вот это стадион, там все красиво очень. И тут кто-то построил здание, и они теперь смотрят в другие окна. Ну, имеется в виду, наверное, на самом деле это да. все, вот, Николай, вот это то, о чем я говорю. В любом случае, да, сегодня, слава богу, градостроительный кодекс прописывает процедуру публичных слушаний. Ни один дом в городе не может появиться, если на то нет, грубо говоря, согласия большинства. Все равно в любом случае большинство, да, Это потому что мнения очень разные. Ну, да? примерно Каландрашвили, да, внутри двора, когда хотели... Кстати, да, вот, Олег, я бы хотела сказать, что вот этот год, да, ну, каким-то небольшим плодом вот того, что я сегодня являюсь главным архитектором, я считаю, то, что люди стали ходить на публичные слушания. В этом году мы множество публичных слушаний провели, и люди ходят не просто... Вот раньше я, как проектировщик, ходила на эти публичные слушания. Там, знаете, как обычно было? Было там окружная администрация,
застройщики Так никто не и, предупреждал. да, вроде. и два, может быть, жителя, которые там в чем-то заинтересованы. Сегодня мы максимально прикладываем усилия, чтобы быть открытыми, чтобы окружная администрация, принимаемые решения, обсуждалась с Ну, людьми. как 17-м кварталом-то Вот, там да. яблоку негде упасть. И вот, например, 64-й квартал очень хороший пример. Сегодня действительно принято решение, что там не будет гаража, не будет жилого дома. Место пока оно так и останется. Вот. Оно зарезервировано под детский сад. Придет время, мы там построим детский сад. На самом деле застройщиков тоже можно понять, да, которые имеют земельные участки, они хотят быстрее там реализовать свои права, быстрее как бы что-то там, и даже и улучшить город в какой-то части, потому что многие же призывают к тому, что там все-таки расчистили эту площадку, там вообще было невозможно, да, когда снесли эти дома, стало чистенько хотя бы, да, но прикрываться вот такими социальными как бы благами, да, под предлогом того, что они там получат определенные дивиденды, это тоже не очень хорошо. Поэтому очень важно именно участие жителей. И вот 64-й квартал нам тогда просто это поразили своей активностью, там пришли и председатель ТСЖ, и сами жители. Ни одного обычные, ТСЖ, да, ни одного обычные дома публичные там. слушания. И таких у нас публичных слушаний было в этом году очень много. Вот, Ирина Дмитриевна, вот два вопроса, я, извините, что перебью, тоже от пользы соцсетей. Это несколько было вопросов по велодорожкам. Там Да. говорили, что вы тоже сами катаетесь на велосипеде. И когда у нас появятся в городе велодорожки, и почему бы не построить велодорожку до Усть-Хаты? Можно я дополню, да? Был такой проект, почему? Потому что у нас все автолюбители, большинство автолюбителей пользуются летом, да? Если бы была возможность, такой нормальная велодорожка, она бы разгрузила бы и автопоток, в принципе, да? Потому что гораздо удобнее и на велосипеде проехать, чем из пробки в пробку, там, как у нас обычно летом бывает, да? И тогда бы, в принципе, как-то разгрузилась проблема с автопарковками, да? Вот по велодорожкам это, в принципе, очень большой такой вопрос. Это не просто мы захотели велосипедисты, да, там, нам негде кататься, там, и нас боятся бабушки, дедушки. Нет, я прекрасно, да, совершенно согласна с этим вопросом. И сразу скажу о том, что был хороший вопрос на Фейсбуке, да, вообще, что входит в полномочия главного архитектора и имеет ли какое-то там решающее слово при распределении бюджета главного архитектора. Сразу скажу, что распределение бюджета – это очень сложная вещь. Вообще бюджет у нас очень ограниченный. И здесь приоритеты расставляются, всегда очень бурно. Мы и публичные слушания по бюджету проводим, да. Вот как депутаты сами настоят, грубо говоря, пролоббируют интересы, да, так и идет. То есть, когда жители активны, поднимают какой-то вопрос, вот тогда в бюджет это входит, да. Вот что касается велосипедных дорожек, этот вопрос начал обсуждаться вот совсем недавно, да. Значит, у нас сегодня в этом году будут строиться 12 километров дорог, вот. Что касается проектов, которые были разработаны ранее, уже утверждены, в них вообще не было никаких там пунктов об обустройстве велосипедных дорожек. Когда мы начали этот вопрос поднимать, уже поздно, уже все бюджетное финансирование пошло, уже конкурсы отыграны, да. Поэтому в этом году мы велосипедные дорожки практически не получим. Вот насколько я помню, вот пока не там скажу чуть ли точно, не да. личный проект мэра, там Александр Сергеевич, да, по объездной, да, по окружной сказал, что мы посмотрим возможность, да, поэтому этот вопрос я еще обсужу со своими коллегами, есть ли там возможность все-таки обустройства велосипедных дорожек. А можно... А вот уже на 17-й год и на 18-й у нас тоже проекты уже разработаны. Вот, в рамках муниципального контракта, который с компанией Дорис город заключил, все проекты уже разработаны. Но здесь мы как бы договорились и с главстроем, наше муниципальное казенное учреждение, с департаментом градостроительства, что все-таки пересмотрим немножко эти проекты. Там примерно сколько? В километраже. Там я даже сейчас вот точно не скажу, вот, потому что сегодня мы работаем по 2016 году, там уже четко все дороги определены. Вот, а по 2017 году мы вот сейчас согласились, что сядем, еще раз посмотрим эти проекты. Ирина Дмитриевна, вот очень коротко насчет городского канала, что сегодня с этим проектом, и плюс по земельным нарушениям тоже пользователи интересуются. Сколько обращений в суд, правоохранительные органы вы инициировали? Вопрос сложный. У нас вообще вот, что касается инициирования судебных каких-то нарушений, есть управление муниципального контроля, вот, в которой мы, когда поступают к нам заявки, мы перенаправляем туда, в управление муниципального контроля. Есть административная комиссия, да. Поэтому здесь, сказать, что я, например, всегда громко говорю, что вот мы же сейчас территорию городского канала как раз разрабатываем проект. Вот. И в этом проекте
те земельные участки, которые подпадают в плане, ну вот, например, были выделены в зоне, прилегающей к городскому каналу, об этом я не раз говорила, инициировала, да, проверку этих земельных участков. Вот. Что касается городского канала, проект у нас сегодня сдан разработчикам. У нас были опасения, что очень слабый разработчик пришел, но тем не менее проект мы получили. Сейчас мы делаем его проверку. Вот, и обязательно отправим на доработку. Да? Это обеспечение проточности городского канала. Вот, мы сейчас планируем сделать выезд, прямо по этому проекту сверить, что мы там позовете нас? запланировали. Да, обязательно, да. Потому что я помню, в 2001 году, когда презентовали этот городской канал, там прям чуть ли не Венеция у нас там. Очень там на гондолах ездят в Индии, так все прекрасно. Ну, это Нет, скорое будущее. Есть два проекта. Да, есть обеспечение проточности городского канала, очень мало, правда, тоже денег выделено, но тем не менее проект разработки. И второй проект, который вот я могу уже сегодня с радостью сказать, у нас, помните, мы проводили конкурс на благоустройство Талого озера, на прилегающей территории. Этот проект замечательный вышел сегодня, заканчивается разработка рабочей документации, и мы готовы уже на следующий год, соответственно, и обеспечение проточности, да, уже начинать закладывать бюджет, и в том числе Талое озеро. Вот буквально в ближайшие дни мы разместим этот проект. Он получился даже лучше, чем конкурсные проекты. Замечательный проект. Если мы его реализуем, это будет один из лучших, вообще, как бы, одно из лучших мест в нашем городе. Ну, ждем. Дмитрий, вот заканчивая наш разговор, 4 коротких вопроса и 4 коротких ответа от вас. Какое человеческое качество вы цените более всего? Наверное, открытость. Самое Открытость. отрицательное? Отрицательное? Ой, это сложно. Закрытость. Да нет, отрицательно я, честно говоря, не Грубость, не наверное. человек, который... Нет, абсолютно, люди же разного характера. Мне сложно сказать, какое отрицательное качество это. Вот если бы у вас была возможность изменить какое-то ранее принятое решение, совершенный поступок, то что бы вы изменили? Прям конкретно? Как вам Очень хочется? много есть, очень много вот. Давайте бы маленький, например. Я бы не выдала бы согласование рекламной конструкции на здании ДП-3. Условно. Потому что таких моментов много, когда есть разочарование, да, почему ранее были там окружной администрации приняты такие решения. Очень много там по земельным участкам, по архитектуре, по облику. Но нельзя же, понимаете, люди работали, нельзя неуважительно относиться к тем людям, которые принимали эти решения. То есть теперь мне уже самой нужно думать уже, как избежать вот этого. И вспомните самый счастливый момент в своей жизни. Ой, это детство. Это детство. Это природа. Я в детстве очень любила там гулять в лесу, просто у речки. Вот такие моменты, это самые счастливые моменты в жизни. Это была Ирина Алексеева. Спасибо, Ирина Дмитриевна, что пришли. Спасибо.